зовут Андрей Барган, я являюсь председателем неправительственной организации «Проспект», которая представляет вам сегодня этот проект по мониторизации средств массовой информации на локальном уровне, то есть региональный и локальный уровень. Этот проект рассчитан на 8 месяцев, уже 4 месяца прошло, осталось еще половина. За эти 4 месяца мы успели анализировать в районе Басарабяска 2 месяца, и вот последние эти 2 месяца, июль-июнь, в Гагаузии и в Камрате в частности. На будущее у нас еще остается 2 месяца на Таракли и 2 месяца на Чимишли. Проект финансируется Freedom House. Это общественная организация, вы знаете ее, особенно когда говорится о свободе слова. Я одновременно являюсь директором Чимишлийского телевидения, поэтому рад приветствовать здесь и своих коллег. АТВ Камрат, Лиза Ротарь, Михай, Елена, Янак, Илья. Вот это вся команда, которая вот отсюда из телевидения, местного телевидения, частного телевидения в Камрате. Здесь в Камрате есть еще общественное телевидение ГРТ, есть Вести Гагаузии газета, есть другие телевидения, ИНИА, есть радио, студии, очень много сайтов. Я вам хочу сказать, что мы не успели всех мониторизировать, это и не ставилось целью, но большинство из них вы сегодня увидите результаты этой мониторизации. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы иметь какие-то аргументы и смогли в какой-то степени выйти на основании этих данных с предложением по изменению закона, по написанию проектов, чтобы аргументировать наш подход. Это очень важно. Поэтому прошу вас быть внимательным к этому. И если вам какие-то данные нужны более расширенные или что, мы можем вам предоставить. Они у нас есть и в рабочем порядке, и в виде таблиц. Здесь мы пригласили и Сергея Анастасова, он открыто предоставил нам и зал, и он сказал, что он будет. Но сейчас кишиневские чиновники там пришли к нему, он занят, это понятно, прежде всего он примар, а потом уже как бы придет и к нам. Если коротко, здесь можете представиться, или я сделаю это, рядом со мной Николай Христов, это мой ассистент по проекту, Георгий Балабан, председатель комитета Хельсинки по правам человека, выполняет такую функцию в территорию. Марьяна Стратулат, эксперт медиа по мониторингу, она будет предоставлять информацию. Ион Барган, GCI, общественная организация, тоже из Кишинева. Михай Ротарь, тоже связан и общественная организация, и на телевидении поддерживает. Не знаю, материально или как, поддерживает телевидение. Анастасия Балмуш, председатель ОНГ в Чимишли, исторического общества Иван Челмари, Екатерина Терзи, она же Катя, она же она же преподаватель госуниверситета, она же на Молдова корреспондент, репортер отсюда, да, спортсменка, красавица и так далее. Леон Чумейко, редактор газеты «Десуд» и преподаватель госуниверситета в Камрате. Он не особенно афиширует, но мы его здесь рассекретили. Геннадий Гроссу в орготделе в районном совете местное публичное управление. Местное публичное управление. Я по-старому орготдел. Это в комсомоле были орготдел. Зина работает на радио, медиа Чимишлия. Там Татьяна, да, она была всегда вместе с нами, поддерживает этот проект. Александр Булат, музей Чимишлийский. И он жалобы, фотокорреспондент, газеты, и на телевидении по совместительству работает. Ну,
Сейз, или как, да? Да, Алексей. Алексей, вот Камрад.МД, а там девушки с Европы. Не прямо с Европы, но с Про-Европы. Центр Про-Европы в Камраде. Центр Про-Европы в Камраде. А оба, да? Да. Молодец, молодцы. Спасибо. Тут у нас был парень с Гагаузинфо, да? Вы снимаете, да, и есть, да? Как вас зовут? Федор. Федор. Спасибо, Федор, что пришли на наш этот семинар. Если коротко, я не хочу, более детально сказано в этом представлении, в этих графиках. Если надо будет, мы потом включимся в разговоры, в дискуссиях, вопросы, ответы. Попробуем, чтобы это было с пользой для нас, не просто для галочки, а с пользой. Потому что я вам говорю, что это хорошее начало для других проектов. Хорошее начало. Если вы хотите больше на русском и гагаузском вещать здесь, обоснуйте, что население, что вот цифры показывают, что будем делать и так далее. Если нужно и на румынском, найдем возможности обменяться материалами, и будет и так. В общем, с учетом местной ситуации будем строить стратегию в отношении масс-медиа, администрации, общественных организаций. Итак, Марьяна Сватулат, эксперт по мониторингу. Добрый день, меня зовут Марьяна, и я покажу вам результаты нашего мониторинга за последние 2 месяца, за июнь и июль. Это презентация о свободе слова и о доступе к социальным медиа в данном регионе. И начнем мы с gagauzmedia.md. Насчет пола главного героя в медиапродукции мы видим, что мужчины появляются почти в 3 раза больше, чем женщины. Они появляются в количестве 23%, женщины в количестве 8,4% и уже другие материалы в количестве 68,2%. Тут маленькая заметка, не конкретизировано, это значит те материалы, в которых главный герой не персонифицировано, можно сказать, то есть да. Как новость. Не говорится ни о женщинах, ни о мужчинах, говорится вообще о какой-то проблеме. Да. То есть не персонифицировано. Да, так, идем дальше. Насчет отражения мужчин и женщин как главных героев в разных областях, мы видим, что в политике мужчины появляются больше, чем женщины. В новостях политических, да? В политических новостях в количестве 5%. Женщины появляются в количестве 1,2%. В экономике они появляются в равном счете 0,4%. Что насчет социальных новостях? Мужчины тоже появляются больше, чем женщины, в 3,7%, а женщины в 1,2%. В культурных новостях мы видим, что уже женщины начинают появляться больше, чем мужчины. Женщины появляются в количестве 1,2%, а мужчины в количестве 0,8%. В спорте мужчины появляются в количестве 3,7%, женщины 0%. Простите, надо больше. В финансовых новостях тоже не было. И про окружающую среду только 2% не конкретизированы. Идем дальше. Насчет языка трансляции новостей это 100% русский, хотя в переписи 2014 года сказано, что тут 55,6% гагаузских людей, которые говорят на гагаузском, и только 41,3% людей, которые говорят на русском. А других там есть и болгарский, да? Ну, еще и другие языки. Вот, например, болгарский 1,7%. Насчет образа главного героя в медиапродукции мы Это что, видим... из Камрада? Да, это из Камрада. Узнаете Камрадских? Недавно снимали. Будущий почетный. Мы видим, что у мужчин образ более положительный, чем у женщин, но в том числе и более отрицательный. Это объясняется тем, что мужчины появляются больше, чем женщины в местные социальные медиа, и потому что у них есть и руководящие функции. Они состоят в местной администрации, в политике, в министерствах и так далее. А отрицательный лучше критикуют их?
Ну, И хвалите, критикуете. Это- Вот в то же время. Понимаете, вот несправедливо. часто критикуемые функции. Да. Далее, наличие визуального символа, который информирует зрителя о начале передач, сопровождаемых сурдопереводом или синхронными Лучше для титрами. телевидения это лучше. Да, это для телевидения. Еще ежедневное транслирование по одному выпуску новостей в интервале с 5 до 23, сопровождаемому синхронными титрами. Это тоже для телевидения, поэтому тут 0%. И произношение фамилии, имени и должности соответствующего лица в выпусках новостей во время интервьюирования. Тоже 0%. Идем далее. Это сайт comrad.rt. Здесь есть представитель, да, Алексей? Сейчас будем тебя сказать. Будем говорить о поле главного героя в медиапродукции. Мы видим, что мужчин здесь тоже больше, чем женщин. В количестве 71,88%. Женщины появляются в количестве 6,25%. И уже 21,88% это не конкретизировано. Идем дальше. Отражение мужчин и женщин как главных героев в разных областях. Мы видим, что в политических новостях только мужчины, 18,8%, женщин это совсем. В экономике тоже мужчины 3,1%. И в социальных новостях мужчины появляются в количестве 50%, а женщины только в количестве 6,3%. Дальше. Насчет образа главного героя, тут немножко поменялось. Мужчины появляются более положительные, чем женщины, но в том числе женщины на одном уровне с мужчинами, когда говорим об отрицательном образе. Идем дальше. Мы здесь видим 100% наличие визуального символа, который информирует зрителя о начале передач, сопровождаемых сурдопереводами или синхронными титрами. И да, 100% и в одном, и во втором случае. Идем дальше. вести.ггузи.мд. Мы здесь видим, что мужчины появляются в количестве 29,4%, женщины в количестве 18%. У нас здесь уже видно улучшение. Женщины начали появляться больше. Насчет отражения мужчин и женщин как главных героев в разных областях, мы видим, что женщины начали появляться в политических новостях в количестве 9%, мужчины появляются в количестве 14%, женщины начали появляться и в экономике 2%, и мужчины 12%. И в социальных новостях женщин тоже стало больше, 16%, и мужчин 17%. Идем дальше. Образ главного героя. Мы видим, что мужчина появляется более положительно, чем женщина, и в том числе тоже более отрицательный. Идем дальше. Язык трансляции новостей. Мы видим, что 98,70% русский и только 1,30% ГГУский. Это в газете «Вести Гагаузии», да? Уже какой-то процент появился. Да, там я был в редакции, это по улице Ленина, там, где они там работают. За 2 месяца там видел, одна статья была про 20-летие Тики, что-то там на гагаузском языке. Я спрашивал, вот единственная статья, я говорю, а знаете, как трудно ее написать? Это же со словарем пишем, потому что разговорный гагаузский один, а вот литературные и эти точки, это очень трудно делать. Сложно. Да. Дальше. И наличие визуального символа и синхронные титры тут в количестве. Идем дальше. Это для АТВ. Идем дальше. АТВ Комрад. Телевидение здесь есть Елизавета Рота. Новый сайт. Что тут у нас? Женщины появляются в количестве 18%, и мужчины в количестве Меня обижают женщины. 29,4%. Ага.
Насчет образа главного героя мы видим, здесь тоже есть улучшение. Образ Это женщины привычка, менталитет уже хвалить. стал более положительным. Но в то же время образ мужчины более положительный, чем у женщины. И насчет отрицательного образа, они оба на том же уровне, и мужчины. Ну вот здесь равноправие. Вот здесь равноправие. Идем дальше. Отражение мужчин и женщин как главных героев в разных областях. В политике мужчины отражаются в количестве 13%, женщины в количестве 8%, в экономике мужчины отражаются в количестве 11%, и женщины в количестве 3%. И уже в социальных новостях женщины тоже было больше, 14%, и мужчины 20%. Насчет языка трансляции новостей, мы видим, что болгарский 0,50%, русский 44,22% и румынский 55,28%. Болгарский или гагаузский? Наверное, гагаузский так. Так много румынского? А знаете почему? Я тоже удивился, но я заметил, что они обмениваются новостями За счет канала с другими регионами. Не только канал регионал, В этом наш плюс. Да. И вот вам сюрприз. В Гагаузии на этом канале 55 на румынском языке новости. Больше, чем требует Чеча. Я не знаю, сколько требует, но я вижу, что больше. Надо немножко. Здесь молодцы. Дальше. Дальше. Наличие визуального символа и синхронные титры, в том числе и произношение фамилии, имени и должности соответствующего лица в выпусках новостей во время интервьюирования 100% и 97% в случае произношения имени и фамилии. Тут немножко надо изменить, по-моему, не 97%, а 0,3% они называют имя только. Елизавета Ротарь, директор телеканала АТВ, город Камрад. Этот анализ, который вы представили сегодня, кстати, сразу хочу сказать вам большое спасибо, потому что мы много работаем, но вот интересно посмотреть анализ со стороны. То есть мы никогда не имеем возможности проанализировать нашу работу. Сегодня мне было очень интересно посмотреть и послушать, сколько процентов там женщин присутствует у нас же на телевидении, сколько процентов мужчин. То есть этот анализ нам поможет, в принципе, как бы работать и дальше. Этим анализом мы будем и дальше пользоваться, если вы, конечно, нам предоставите в электронном варианте. Я думаю, что это поможет нам писать какие-то проекты, улучшить нашу работу на телевидении. Еще приятно было увидеть небольшую рекламу про нашу детскую гагаузскую передачу, потому что, честно говоря, мы совсем недавно закончили работу над этим проектом. Сами рекламировать еще не успели. Вот первая реклама была у вас на телевидении. Но, в принципе, мы стараемся работать, уже делать больше передач на гагаузском языке, но вы сами вот увидели, что у нас русскоязычный регион, и нам приходится больше работать на русском языке. Ваше мнение, почему в регионе Гагаузии женщин показывают меньше, как главных героев, то есть они меньше фигурируют в новостях? Я думаю, что в нашем регионе журналисты больше работают над политическими материалами. И если бы у нас было... Но если говорить о нашем телевидении, то мы, конечно, 50 на 50 стараемся работать и на социальные темы. Но учитывая, что вот в политике больше все-таки мужчины, то они больше попадаются в новостях. Что еще там? И gagauzinfo.md. Да, есть здесь Гагаузинфо, да? Мы видим, что здесь мужчин тоже больше, чем женщин. Тоже с мужчинами 12% и женщины в количестве 3 и 16%. А больше без видите, обычных новостей, где нет главного героя, то есть женщина и мужчина. Это очень, как бы, ну, это характерно для новостных порталов. Они просто дают новости, что был ливень или туда-сюда и без... Да, много новостей. Обычно мужчина работает, а женщина дома. Да, и показывает ливень. Да. Идем дальше. Отражение мужчин и женщин как главных героев в разных областях. В
политических новостях мужчин тоже больше, чем женщин. Они отражаются в количестве 8,3%. Женщины отражаются в количестве 2,2%. В экономике женщины не появляются совсем, а мужчины в количестве 0,4%. В социальных новостях мужчины отражаются в количестве 11%, женщины в количестве 5%. В культурных новостях мужчины появляются в количестве 1,3% и женщины в количестве 1,2%. Про образование новостей не было, потому что июнь-июль. В спорте мужчины тоже больше появляются, чем женщины, 2,3%. Женщины появляются в количестве 0,6%. В финансовых новостях не было. И про окружающую среду там новости, в которых нет главного героя женщина или мужчина. Идем дальше. Насчет образа главного героя мы видим, что у мужчины тоже более положительный образ, чем у женщины, но в том числе и более отрицательный, как ранее. И насчет языка трансляции 99,19% русский и 0,81% гагаузский. Спасибо, Марьяна. Если есть вопросы или уже в конце, она ответит на эти вопросы. Сейчас у нас по повестке дня здесь тоже информация о вопросе муниципального. Вот здесь опросы, да. 300 бумаг, это как бы вещдок, вещественные доказательства. Николай Христов вам расскажет, как он делал это и какие результаты. В период с 1 июня по 30 июля в муниципе Камрад был проведен телефонный опрос с участием 300 респондентов, где задавались вопросы, касающиеся предпочтений и доверия населения к местным средствам массовой информации. Мы брали каждого пятого. И вот средний возраст наших респондентов это 48,2. Ну, это связано с тем, что кто у нас сидит на телефоне, на стационарном телефоне. Следующее, средний возраст респондентов по гендерному признаку. Вот, мужчины 47, у женщин 40. Ну, здесь порядок, 50 на 50, как говорят у нас. Гендерное распределение участников вопроса. 48 это мужчина и 52% это женщины, которые отвечают на наши вопросы. Предпочтение. Когда мы задавали, как они оценивают или предпочитают местные СМИ по пятибалльной шкале. 1 это наименьший, 5 это наибольший. И вот, что касается телевидения. 3,18 предпочитают, это среднее, с 1 до 5. Средняя оценка это 3,18 телевидения. Первое место, это самое большее. Следующее это радио, 2,65. Потом идет веб-сайты, 23%, 2,28. И газеты на последнем месте 1,82. Мы когда провели в Басаробяске, там интернет на последнем месте был. Но сейчас, наверное, от того, что сейчас каникулы, и у меня попадались и ученики. Наверное, потому что они более молодые и предпочитают, наверное, интернет больше. На вопрос, есть ли у вас возможность напрямую участвовать в местных телевизионных радиопередачах, задавая вопросы по телефону, по электронной почте. Вот не знаю или не могу отвечать, или вообще затруднялись. Половина, да? Почти половина, 49. Да, отвечали 37% и нет 14%. Ну, да, 37 это очень много, потому что если спросить в Кишиневе на центральных каналах, называемых «Публика», «Прайм» и так далее, вы имеете возможность задавать вопросы во время дебатов? Вам ответить нет, потому что там не включает. А здесь включает телефон. Обычный гражданин может звонить, ну иногда может и... Это и связано, наверное, с тем, что вот местные ТВ, они больше близки к простым людям, к их проблемам. Следующее. На вопрос, насколько вам нравятся местные телевизионные радионовости? И вот,
очень ответили 12%, значительно 30%, затруднялись 25%, так, незначительно 28% ответили и не любят вообще 5%. Есть и такие, представьте себе. Люди разные. Но есть, которые вообще не смотрят телевизор. Разные люди попадаются по телевизору. Их становится все больше и больше, к сожалению. Насколько достоверным и объективным в вашем видении являются местные СМИ? Тоже от 1 до 5, 1 наименьше, 5 наибольше. И вот телевидение 26%, веб-сайт 22%, радио 27% и газета 25%. Ну, газету верят, понимаете? Там, что написано пером, не разрубишь топором. Доверие большое в газете. Вот насчет лингвистического плюрализма. На вопрос, какой у вас родной язык? Болгарский 17 не процентов, а вот из 300. Человек. Да, 17 человек. Наибольшее гагаузский 189, молдавский 25, ну это незначительно, вот русский 26. Есть и которые отвечали, что нет, Не определились с родным языком, говорите, тот и другой. болгарский, русский, гагаузский, ну, полиглот или, Ну да. есть разные люди. Украинский, гагаузский, вот. Ну, большинство вот гагаузский отвечает, что родной язык. Насчет какой у вас разговорный язык. Тут еще разнообразные ответы будут. На первое место это русский. На второе это русский гагаузский. На третье это чисто гагаузский. 25 из 300. Ну, если гагаузский и русско-гагаузский можно соединить, потому что если он говорит русско-гагаузский, значит к гагаузскому можно. Я составил, как мне ответили вопрос, так я и на каком языке вы отслеживаете информацию в местных СМИ? И вот Ну, тут понятно. большинство Русский. на русском предпочитают отслеживать. Потом с большим очень мало там русский, гагаузский, молдавский, русский. Понятно, здесь доминирует русский язык. Доминирует. Так вещают и сайты, и многие телевидения. На вопрос, на каком языке вы бы предпочли отслеживать информацию в местных СМИ, и вот то же самое, почти русский это на первом месте, 255 из 300. На втором языке, на втором месте русский и гагаузский, 34 из 300. Это наш опрос. Спасибо за внимание. Я был Николай Христов, ЛГ. Да. Теперь вопрос можно подойти. Родион, пожалуйста, включи этот репортаж. Неправительственная общественная организация «Проспект» из города Чимишли провела в рамках проекта Freedom House в июне и в июле месяцев мониторизацию местных СМИ на предмет соблюдения гендерного равенства, уровня доступа социальных уязвимых категорий населения к СМИ, языка, на котором преподносится информация в автономии Гагаузии. Оказалось, в регионе, где гагаузы составляют около 56% населения, на гагаузском языке почти не вещается. Более 90% вещается на русском языке. Ну, на русском, конечно, потому что мы преимущественно здесь больше русскоязычные, поэтому, конечно, понятнее нам на русском. Если бы я понимал другой язык, смотрел бы на другом. Так смотрю на том, на чем понимаю. Ну, в основном мы гагаузы на гагаузском хотим, и на русском в основном, потому что мы больше знаем и русский, и гагаузский, а молдавский мы не очень-то. Потому что мы, когда учились в школе, тогда нас в основном по-русски учили, не по-молдавски. Поэтому мы желаем, чтобы дети наши тоже в основном по-русски знали. Русский, гагаузский, молдавского я не слышал. Не очень, да? Молдавский не очень. Только русский, гагаузский. На гагаузском, на русском. Есть, да? Ну, по телевизору на гагаузском 100%, по радио тоже. А на сайтах, не знаю, на русском, наверное. Из местных средств массовой информации предпочтение отдается интернету, потом телевидению и уже в конце газетам. Интернет.
Потому что для молодежи сейчас интернет более актуальный. У всех есть телефоны, все сидят в интернете. Там очень много новостей можно просматривать. Я даже смотрю. Вот так. Скажите, какое ваше отношение к местному телевидению? Редко его смотрю, но случается. Все-таки полезно знать о своем городе и, конечно же, мое положительное отношение к нему. Ну, газеты, я думаю, что вообще, наверное, умирают. Хотя жаль, да, потому что человек, когда читает, у него и мозг работает больше. Телевидение тоже, оно занимает много времени из-за рекламы, из-за всего. Поэтому я думаю, что в самом низу газеты, потом телевидение и интернет сейчас на первом месте. Для меня интернет. Это для меня. Для остальных, может, другой, я не знаю. А почему интернет? Ну, там выбора больше. По телевизору там смотришь, что тебе навязывают, а в интернете нет. Вот и все. По словам горожан, в Камрате есть доступ к местным СМИ. Они могут участвовать в дебатах, задавать вопросы. Я думаю, что, конечно же, доступно. Есть же горячая линия. Мы сами являемся свидетелями того, что люди все-таки дозваниваются, обычные люди. Лично я сама звонила, поздравляла. А так все нормально. Для гагауза это приятно очень даже то, что у нас есть. Честно, я уже 7 лет не имею телевидения. Я не пользуюсь им, потому что у меня достаточно других дел. Дети, жена, семья, поэтому я не слежу за этим вообще. Меня это не интересует. АТВ Камрат, местное телевидение. Здесь производятся ежедневно новости, передачи. Особенной популярностью здесь пользуется программа для детей на гагаузском языке. В основном язык вещания у нас на русском языке. Но сейчас такая тенденция пошла, что нужно расширять языки. И мы недавно начали работать над проектом Игиджиля, что называется, «Спокойной ночи, малыши», которая проводится на гагаузском языке. Также мы работали над передачей «Гагаузская кухня», которая тоже на гагаузском языке. Можете посмотреть передачи как наши национальные блюда на нашем языке. Ну, мы делаем различные ежедневные новости, во-первых, делаем различные передачи, у нас есть передача «Альтернатива», проводятся различные передачи, дискуссии, приглашаются участники, мы общаемся на актуальные темы. Гагаузия, в частности муниципий Камрат, в отношении средств массовой информации особенный регион. Здесь имеется общественное телевидение, ГРТ, несколько каналов частных телевидений и радиостанций, газета «Гагаузские ведомости» и несколько веб-сайтов разнообразных и конкурирующих между собой. А в отношении местных властей, общественных организаций и местных средств массовой информации состоится разговор за круглым столом в начале августа в Камрате. От этого диалога должен выиграть прежде всего потребитель, телезритель, радиослушатель, читатель, одним словом, население региона. До сих пор по Республике Молдова такие мониторинги проводились на центральном уровне. То есть центральное телевидение, радио, газеты и остальные средства массовой информации. А вот на местном уровне сегодня впервые проводится здесь на юге этот проект по мониторизации средств массовой информации местных. Идет в течение 8 месяцев, по 2 месяца на один регион. Первый регион был Басарабяска, 2 месяца, сейчас июль, 2 месяца в Камрате, и потом будет в Тараклии, август-сентябрь, и уже в конце, уже в Чимишлии, ноябре будет в Чимишлии. Основная задача – это посмотреть, как соблюдаются права граждан к доступу к информации. Глухонемых, те, которые незрячих, трудноуязвимых слоев населения, как соблюдается гендерное равенство, то есть мужчина, женщина, как отражаются в средствах массовой информации, на каком языке подается информация, в зависимости от региона. И вот, исходя из этих данных, строить в дальнейшем работу средств массовой информации здесь на месте. И еще очень важно это строить отношения между администрацией публичной, между общественными организациями и средствами массовой информации.
бросается в глаза, что несмотря на то, что более 56% по переписи населения здесь разговаривает в регионе в Гагаузии на гагаузском языке, более 90% на русском информация. То есть на гагаузском новости меньше. Почти везде, и на телевидении, и веб-сайт, и в газете. Газета «Гагаузские вести Гагаузии» за 2 месяца только один материал был полностью на гагаузском языке. На телевидении новости меньше, есть передачи, которые на гагаузском языке, мы ознакомились, и на ГРТ есть, и на ТВ мы смотрели отдельные передачи, особенно нам понравилась вот передача, детская передача там с куклами, очень доступная на АТВ, на этом частном телевидении. На сайтах тоже в основном на русском языке. Если взять в разрезе гендерном, то, к сожалению, мужчины преобладают. Вот, ну, редко, когда 50 на 50, но больше мужчин. Наверное, это объясняет тем, что в руководстве очень много мужчин на разных уровнях, хотя у вас здесь в Гагаузии есть в руководстве и женщины, это отрадно. И чаще всего мы как освещаем? Освещаем начальников, а начальники у нас мужчины. Поэтому надо или выбрать женщин побольше, чтобы при освещении доля женщин была больше, или нам же, журналистам, надо немножко перестраиваться и когда делаем репортаж, то есть начальник мужчина, посмотреть, взять мнение женщины со стороны, как бы, вот как бы ваше мнение насчет этого события. И тогда будет вот это равенство. А в принципе более-менее соблюдаются вот эти правила. Я хочу отметить особенно вот на местном телевидении АТВ стопроцентное, значит, соблюдение титров, стопроцентное соблюдение знака, что это передача с титрованием для неслышащих, невидящих. Есть там немножко проблемы. ЧЧА, это Конституционный совет, требует, чтобы мы озвучили имя человека, который дает интервью. На телевидении обычно это не принято, это титры, здесь пишут Андрей Барган, директор проекта. В данном случае они хотят, чтобы мы это говорили. И вот в этом плане у вас где-то 90% не делаете это, только 10% делаете. Наверное, надо это сделать, иначе ЧЧА санкционирует ваше телевидение, если они будут мониторизировать. А в остальном надо обменяться опытом, посмотреть, как работает СМИ, и найти общий язык с местной администрацией. Не в том плане, чтобы служить им как под козырек, а в том плане, что освещать события объективно, быть почаще в центре внимания, где эти события происходят, и чтобы люди, в конечном итоге, телезритель, радиослушатель или читатель, знал, что творится в регионе. В общем, сейчас я, уважаемые коллеги, так позволю себе назвать, предоставлю слово примар муниципия Камрад Сергею Анастасовичу, и он поприветствует нас, скажет, какие у него отношения со средством массовой информации, они его положительно или отрицательно показывают. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов, все-таки телевидение, средства массовой информации, четвертая власть, которой вы все реже пользуетесь, поэтому это действительно власть, которая имеет влияние. Если в среднем оценить ту ситуацию, которая есть, и сегодня очень много разных и телевидений, и средств массовой информации, и интернета, то люди в большинстве получают правильную информацию, правдоподобную. То есть те, которые хотят его получить. Ну, несмотря на это, конечно, есть и очень много грязи, но не в телевидениях, особенно, куда есть доступ любого. Это как обезьяна с лимонкой, с гранатой, то есть допустили к интернету и может писать все, что угодно. И мое какое пожелание средствам массовой информации, хочется часто, все чаще, чтобы информация подавалась учетом цифр, учетом какой-то правдоподобной информации. Очень часто пишут как-то в общем и завуалируют. То есть люди не знают любого
сегодня спросить, какой бюджет нашего города, куда какие статьи расходуются и как расходуются, мало кто знает. Даже те, кто работает в средствах массовой информации. К примеру, бюджет Камрата 60 миллионов, и сколько из них можно расходовать на решение каких-то проблем в области благоустройства. Сколько нам удалось, к примеру, привлечь средств. Никто не знает, что в 2 раза больше мы привлекаем внебюджетных средств, чем весь наш бюджет. И никто не знает о том, что сегодня нельзя сравнивать ни один город Республики Молдова, даже Кишинев, с другими городами, где что-то строится по-другому. Потому что это задать нужно в первую очередь вопрос, начать со своего дома, почему у вас шифер, а не укладывать черепицы. Это все мы как бы живем в одной стране, варимся все в одном котле. И часто сталкиваемся незнанием. В основном люди как бы пытаются честно, то есть отнести свои работы, относятся, задают вопросы, мы как бы критику любим, если она действительно имеет место. У нас иногда выводит себя та критика, которая неуместна. То есть можно критиковать, лишь бы что-то говорить, писать, все что угодно, но когда она не имеет своего неуместного основания, значит это не является критикой пустой. Действительно, прежде чем какую-то статью написать, какой-то комментарий дать, надо сначала зайти, попросить документ, если вам интересует вас что-то. Любой вопрос. Мы сегодня не только, многие примари, они совершенно прозрачны сегодня. Можно прийти и спросить, нас интересует ваш дорожный фонд, к примеру. И хотим увидеть, где ваши эти дороги на эти 3 миллиона. Вот часто у нас автомобилисты собираются все в один круг и говорят, сколько денег мы выплачиваем за дороги, а у нас дорог все нет и нет. Спрашиваешь, а сколько денег вы выплачиваете? А мы не знаем. Дальше разговор пошел. Поэтому вот здесь я вот пример привел той информацию, которую должны люди получить. Средства массовой информации должны доносить, что бюджет дорожного фонда муниципия Камрат, пример, 2 миллиона 800. За эти деньги можно построить 3 километра дорог или 2 800. Вот, господин примар, а где ваши эти дороги вот за 2 миллиона 800? Вот эти вопросы должны четко задавать. Вот мы знаем, что вот такой бюджет. А где они? Покажите, пожалуйста, и назовите. И вот по этому примеру хотелось бы, чтобы наши средства массовой информации вот дальше работали. Это действительно очень большая помощь и обществу в первую очередь. То есть, вот на этой ноте я в любом случае хочу поблагодарить всех, потому что ваша работа тоже нелегкая. Одним вам часто говорят, показывай то, не показывай. Это как в Республике Молдова. Мы это понимаем. И у нас вот АТВ здесь, многие средства массовой информации знают, что с нашей стороны никогда не было ограничений. Говорите, что хотите, показывайте, кого хотите. Это никогда не было, такого греха мы не имеем. И в любом таком направлении. Главное, чтобы оно имело место и имело правдоподобность. Вот когда нет правдоподобности, тогда нельзя что угодно показывать. Но если оно действительно имеет, вот это правильно. Вот никаких проблем с этим никто даже не задает вопросы. Поэтому еще раз спасибо вам, что вы организовали такую вот именно встречу. А насчет, конечно, языка здесь очень правильно говорили. В любом случае, наш народ, наши гагаузы, они понимают, что живут в Республике Молдова, и все хотят знать государственный язык, никто не отказывается. Один момент есть у нас, что мы все время в школах учились на русском языке, и даже свой родной язык особо не особо не говорим на нем, но не вина народа, что столько лет говорили на русском, а с 90-го года, если взять, что конкретно сделано для того, чтобы мы говорили на государственном, практически ничего не сделано. Больше я понял о том, шума было. Было шума, да, больше. Я даже понял, что даже власти Республики Молдова, им не всегда было выгодно, чтобы мы говорили на гагаузском языке. Зачем рядом с их куметрами какие-то другие министры другой национальности? Это в последнее время, последние 2 года, 3, по новым программам, Антем у нас в детских садиках, потом у нас лицей Минеску строится, где у нас желающих есть больше 300 детей, которых недостаточно, которые учатся на государственном языке. Да. Сергей, спасибо вам большое. Вам спасибо, уделили время, хотя у вас кишиневские здесь и проверяющие, другие. Мы просто хотим, чтобы вы
я хочу проверить. Говоришь, что вы знаете молдавский, румынский. Вот скажите пару слов, если это верно. Мы уйдем отсюда, хотя бы будем знать, что вот примар Камрата знаете. Без партии били. Готов был гимн смотреть, шайбу под углом. Демулки, зачем? Шенцелечец, Уамини, диспутаз, да, как партия бедницы. Domn primar, este adevărat, domnul primar, că municipiul Comrat este înfrățit cu două orașe din România? Stanic Moldova și... Prima dată când s-a întâmplat. Можно мечтать. Deci nu avem împotrivă nimic vecinii noștri care sunt nu departe. Sunt vecini. Și implementați ceva proiecte? Da, am implementat multe proiecte. Mihai Iliescu, un proiect cu 16 milioane de lei, o școală nouă și după asta facem reparații la o grădiniță cu 3 milioane de lei, tot cu ajutorul din București. Poate nu suntem de acord de unire, nu vorbim de unire acum. Da. Noi vorbim de oamenii care trăiesc nu departe. Colaborare. Colaborare, da. Așa nu poate să... Смотрите, вы здесь, когда вот подошли уже как kamrat.md, этот сайт, значит, мы уже анализировали, и там больше всего, где-то 70% мужчин, главных героев и героев. Мы спрашивали Алексея, он говорит, так у нас прямой мужчина, что мы должны? Он везде, вот, и вы, вот. Башка женщина. Kamrat.md, поэтому. Там, наверное, на другом сайте больше. То есть показываете только меня? Да, поэтому пожелание такое, чтобы вывести их женщин на рамку. Я не знаю, как это сделать. Возможно, появится у нас два самых, возьмем женщину, потому что поняли? Все-таки примар, мужчина, еще первый заместитель тоже. Все-таки, чтобы соблюсти гендерное равенство. Второй заместитель тоже мужчина? Нет, у нас пока один заместитель. Ну, появится на должности, и сейчас появится уже женщина. Ищите женщин. Да. Все-таки надо их привлекать, потому что часто женщины намного лучше видят ситуацию, нежели мужчина в многих ситуациях. Уважаемые коллеги, если есть вопросы к примару, вот по нашему вопросу. Я хочу сказать, что... Представьте, пожалуйста, чтобы... Анастасия Балуш, председатель исторического общества. Нет, у меня такой вопрос. Журналисты имеют такую болезнь. Они любят сенсации. Да. Вот вы жертвой вот таких сенсаций. Вот вы говорите, неправильные данные дают, то ли спешат что-то выдать быстрее, и получается неправильно. Да, они заранее, то есть еще пока не прыгнул, кричат хоп уже. Пока не прыгнул, нельзя кричать хоп. У вас были такие случаи? Были, конечно. Учитываете да, еще не успели сказать два слова, уже все опубликовано. И такое бывает. Но, сейчас журналисты шустро работают. Да, сейчас это... Но в любом случае, в последнее время доступность любой информации очень высокая. Если взять даже 2000-е годы, то у нас, кого мы слушали, найти, то есть другой, ну не было столько информации. Сейчас зайдите, пожалуйста, в любую информацию, 3 телевидения так передают, другие так, но в итоге человек делает вывод. Информации много. Информации очень много. Разобраться уже обмануть практически невозможно. Потому что у нас, как любят многие политики, 7 раз показали, 1 раз сделали. Это получается, что 7 раз сделали. Если вы показали 1 раз и 7 раз сделали, это значит 1 раз сделали. Это 7 раз обычно, если говорят одно и то же, уже все начинают в это верить. Все начинают в это верить. Поэтому всегда факты, и цифры. Цифры, к сожалению, в нашем обществе никто не дружит. Везде мы сталкиваемся вот с этим, это очень слабое место. Журналисты, они и должны работать, только опираясь на факты. Но мы, как журналисты, можем подтвердить, что, работая с Примарией, они действительно с нами работают открыто на все наши запросы. Сколько я даже по расследованию делала запросы, они отвечают всегда на любые передачи, приглашаем, нет проблем. То есть с Примарией нет. С Примарией мы работаем хорошо. Я с вами договор сделал, а других не могу. Наш примар говорит на 3 языках и принимает участие в программах на 3 языках, как в Гагаузии, так и в Кишиневе, кстати. Минимум. Минимум. На 4 даже. И на английском еще. Хорошо, вот пример, это личный пример. Это
конечно, примеры для других. Сергей, можешь сесть немножко? Давайте вот более... Нет, просто не его отчет, не его конференция, чтобы мучить. Давайте так, сейчас пообщаемся между собой, какие-то предложения, замечания туда-сюда, значит, в этом плане. И после этого у нас, я думаю, что будет где-то минут 20 здесь мы, так сказать, за стаканчиком... Ананаса. Не, ананас. У нас другое есть с собой, ну ладно, мы потом это поставим на стол, там, бутерброды и так далее. Да, пожалуйста. Ну вот у меня есть предложение, вот, как бы нам улучшить наши отношения, да, с примарией журналистов. Вот, мне кажется, что вот есть сайт comrad.md, да, просто нужно, чтобы примария тоже планировала свои мероприятия. Не так пишут нам на сайт, завтра муниципальный совет, давайте приходите, там, приглашаем вас на съемки. Может быть, мы в это время на завтра уже запланировали или уехали куда-то, или какие-то другие мероприятия. Нам нужно просто хотя бы какой-то период. Последняя пятница каждый Да, чтобы мы открыли сайт comrad.md и видели, вот понедельник такие мероприятия, вторник такие. И мы тоже у себя на работе планируем эти работы. Это было бы неплохо, это было бы каждая последняя пятница каждого месяца. Мы знаем, но все равно как числа, когда планируются, они легче и нам работать, и больше освещали бы мероприятия. Можно делать день интервью, тоже удобно для примара, например, пятница. Да. Один день недели. То есть надо планировать. Надо планировать. Для интервью, для общения, вот чтобы эти он был час интервью. Чтобы мероприятия были у вас на сайте comrad.md. Это еще вам повезло, мы узнаем, что вчера было мероприятие. Завтра это еще поправимо. Нет, такие мероприятия мы узнаем. Нам вообще не говорят. Может быть, на неделю. Нет, примария еще когда вспоминает, информирует. А районный совет вообще не информирует. Они приглашают из Комрата СМИ к нам освещать события. У нас много. Да, в Комрате есть. Вот мы там на расстоянии вытянутой руки, вот мы не знаем, что у нас там что-то планируется в городе. Если вот кто-то скажет нам просто по знакомству, так вот, знаете, что там происходит? Ну, да вы что? И если мы на месте, мы хватаем камеру, бежим, а там уже съемочные группы, гагаузы, НТВ, тут как тут. Почему они знают о нас? Открытый доступ, в онлайн-режиме показывает нас, совет, скандалы, все. Действительно, за счет, скажем так, количества средств массовой информации, которые работают сегодня и в эфире, и в газетах, и в интернете, достаточно большой. Ну, сравнивали, наверное, с Писарабкой, будете, наверное, сравнивать уже. Тараклеев, потом как это делается в Тараклеев, допустим, у вас же в Чимишли. То есть у нас очень много и эфирных СМИ, очень много кабельных сетей, которые покрыты практически, очень много сайтов, очень много радиостанций и так далее. Все это вот дает какое-никакое качество. Но, как вы видите, у нас в основном люди русскоязычные. То есть, когда мы работаем исходя не из того, что как мы хотим это видеть. Допустим, мы живем в Гагаузии, хотим это видеть на гагаузском языке. И говорим мы на русском не потому, что мы не можем делать какие-то программы на гагаузском языке, а потому что у нас русскоязычное население хочет именно видеть информацию на русском языке. Вопрос в другом. Вы знаете, что сейчас принят кодекс о телевидении и радиовещании, который будет буквально завтра подписан, который буквально закрывает все русскоязычные каналы. И у меня вот сейчас на сегодняшний день становится дилемма. Да? Получается, что вроде бы, то есть это русскоязычное поле, которое мы на сегодняшний день осваивали в течение 20 лет, оно одним, скажем так, махом может закрыться. Как быть? Вот, допустим, даже я так понимаю, что вы нас где-то понимаете, где-то не понимаете. Вот мне интересно ваше видение как экспертов. Как быть СМИ? Что нам делать на сегодняшний день? Увеличивать, допустим, зону на молдавском языке. Это возможно, но кто это будет смотреть. Говорить на гагаузском языке, это тоже может быть затратно, но возможно, но кто будет это слушать? А оставлять его на русском языке запрещено законом, скажем так, на сегодняшний день. По-моему, не ваше законом не запрещено. Полностью, но все равно, даже в том процентном соотношении, как вы видели, 100%, даже если убрать 50%, это уже будет ощутимо для нашего русскоязычного, скажем так, потребителя. Вот ваше видение, как экспертное, как гражданское общество,
как нам быть на сегодняшний день? То есть у нас есть два варианта. То есть или согласиться с тем видением, как вы видите, как мы должны жить. Или, с другой стороны, опять же, прийти к 90-м годам, наверное, или я не знаю, к чему прийти. То есть мягкая сила. Ну, в старом законе, я, правда, этот новый еще не посмотрел, в старом было написано, что для особых регионов, как Гагаузия, допустим, там, может быть, даже, я не знаю, другие регионы, но что-то были особенные регионы, где компактно проживает определенное население, там разрешалось как бы больший процент на этом языке. Больше, но он не тот, что соответствует нашему, тому, что нас хотят потребители. Давайте так, надо изучить закон, посмотреть. Я понимаю, что как бы тенденция идет к сокращению языковещания на русском и больше на румынском поднять этот уровень. Для некоторых регионов это, конечно, проблема, как, допустим, вот здесь в Гагаузии. Но, по-моему, здесь просто надо по-другому подойти. Я не знаю, если говорят на румынском, это не означает, что это говорят нужные вещи. Там такие глупости иногда говорят. И наоборот, если говорят на русском, это не всегда говорят о том, что мы ненавидим Европу или мы с Россией. Поэтому я бы не стал связывать политику и язык. Понимаете, я не знаю, почему такое отношение у нас как бы связывать политику и язык. Но вы показали свой пример вот насчет новостей. По-моему, регламентируется только новостные передачи. Не регламентируется весь эфир. Надо посмотреть, так, что написано. Да. Если новостные передачи, то вы видите, что вы уже сделали больше, чем положено. 55% у вас за счет обмена с другими станциями. Вариант, который вы сейчас обсуждаете, относительно того, что нужно называть имя интервьюируемого, он существует в радиожурналистике. Это принцип, обязательный принцип радиожурналистики. Если же мы применяем его в телевизионной журналистике, то в этом случае мы теряем еще как минимум 7-8 секунд, которые для телевизионного эфира крайне важны и дороги. Поэтому я согласна с вами, что в этих нововведениях нужно еще, как говорится, если не разобраться, то хорошо над ними подумать, потому что, опять же, тот же вариант, о котором вы говорите, если мы предоставляем продукт, в котором кроме телевидения и так по себе яркая картинка, она влияет на зрение любого человека, даже у которого 100% зрение. Особенно нужно учитывать еще смену кадров, да? Скорость смены кадров, мы это тоже понимаем, что такое, мы специалисты здесь сидим. Более того, титрование, плюс еще это бегущая строка, которая, как правило, не совмещается с речью, которая слышится, и чаще всего она мешает. Еще плюс озвучивание, титры вот эти. Если мы еще перевод даем, это еще осложняет только не то, что визуализацию, а восприятие человеком этой информации. Поэтому, не знаю, по мне, я бы, допустим, для тех людей, у кого проблемы со слухом, предложила бы, да, радиовариант, у тех, у кого проблемы со зрением, можно было бы радиовариант тоже как вариант. Меня зовут Людмила Топал, я главный редактор телевидения Бас ТВ, радио Бас ФМ из Басарабяски. Ну что я могу сказать? Не так давно подобный мониторинг и подобный круглый стол был проведен в нашем районе, поэтому я невольно сравнивала информацию, данные, которые сегодня были представлены. В чем-то я видела, что мы где-то идем почти нога в ногу с Камратом, в чем-то у нас ситуация лучше, в чем-то хуже. Ну, к примеру, что касается гендерного равенства, то в Басарабяске все-таки оно в большей мере соблюдается, чем в Гагаузии, это я хочу отметить. И по языковому равенству тоже. Все-таки у нас, конечно, на русском языке информации больше, но и на румынском она предоставляется. Я рада за своих коллег, прежде всего за телеканал АТВ, потому что мы члены одной сети, мы все вместе работаем в составе канала «Регионал», и поэтому, наверное, у нас и показатели немного лучше, чем на чисто каких-то гагаузских сайтах или порталах. Ну, в целом, мне кажется, что
Подобный мониторинг, он помогает расставить правильно приоритеты и сделать то, что мы в обычной своей повседневной жизни, мы, журналисты, не в состоянии сделать. Нет у нас ни возможности, ни методологии такой, чтобы все это подсчитывать, анализировать, представлять в графиках, процентах, цифрах. Вот, ознакомившись с результатами мониторинга, мы можем понять, где мы недорабатываем, что нам следует предпринять, улучшить. Поэтому спасибо за то, что такой проект реализуется. Очень бы хотелось, чтобы эти мониторинги не остались только в виде презентаций и рекомендаций со стороны команды проекта. Важно, чтобы с их результатами были ознакомлены и члены Координационного совета, и наши центральные власти, потому что есть, конечно, какие-то недоработки в законодательстве, есть, на мой взгляд, не вполне обоснованные требования, которые мы, журналисты, вынуждены соблюдать. И если в дальнейшем результаты мониторинга будут способствовать улучшению и каким-то положительным преобразованиям в данной сфере, то мы будем еще больше их поддерживать. Четвертая власть в нашей стране, поэтому их роль очень важна. И надеюсь впредь, что все у нас будет развиваться параллельно, и СМИ, и местные власти, и все. Потому что сегодня нельзя в Республике Молдова кого-либо отделить от чего-то или сказать, что она очень хорошо работает, а вот другие хуже нас, все на одном уровне. Есть везде проблемы, есть везде вопросы, которые нужно решать. Ну, в общем, если учесть наш город, где у нас вот мы сотрудничаем с средствами массовой информации, если не политизировать и не включаться в политику, в основном освещается все событие открыто. Одно предложение только есть мне к средствам массовой информации, чтобы больше основывались на цифрах и конкретно ставили любого политика, в том числе и меня, и кого угодно, но все должно такими вот выражениями основываться на цифрах. Надо спрашивать, какой бюджет нашего города, куда что расходуется. Вот таких вопросов, к сожалению, очень мало поступает. И очень часто мы слушаем неведение наши автомобилисты, неведение наши другие части или артисты. Они не знают, сколько средств выделяется, вот сколько мы можем себе позволить. Вот эта информация отсутствует. Она очень скудная. Вы можете даже сделать вот после данного репортажа, пройтись по нашему городу и первого спросить человека, даже автомобилиста, какой наш бюджет дорожного фонда, который поступает в наш муниципий. Вот, и вам не ответят. Да. В жизни общества так уже случилось, что больше активно мужчины. То есть идут, поэтому, естественно, они больше и в отрицательном плане, и в положительном плане, потому что у нас обычно президенты в мире, ученые, всякие конструкторы, но в основном мужчины. Женщина обычно занимается своим чадом, это очаг наш, это тыл нашей семьи, нашего общества всегда в тылу. Но постепенно, чем дальше, женщина себя показывает очень хорошо и во многих случаях намного лучше, чем мужчина. Поэтому мы даже здесь в примарии у себя тоже есть примар, есть заместители. У нас вот всегда было 3 заместителя мужчин. Сейчас у нас в данном случае 1 заместитель, вице-примар. Ну а следующий, я уже обещаю, что у нас тоже будет женщина заместителем, не будет мужчина. Вот хотя бы из 2-3 заместителей должна быть женщина одна. Для СМИ любая информация удается. Совет наш совершенно открытый и прямой эфир, поэтому наши люди в городе очень много знают о том, что происходит на совете. С одной стороны, у них мнение меняется, о многих, может, советниках, примарах, где-то что-то, но если мы укроем свою информацию и будем показывать то, что нам выгодно или, может быть, в политическом плане выгодно, это будет неправильно. Поэтому мы показываем все, и все жители наши знают все. То есть хорошее и плохое, и ругань, и скандалы, и вот всякие решения совета, которые мы делаем, выносим на заседание совета, оно все прозрачно, все открыто. Да, единственное, опять же, мы говорим о том, что много информации, она немного недоступна в том плане, что люди не хотят вникать в саму суть дела. И они считают ее недоступной. Поэтому дальше мы уже будем работать над тем, чтобы людям давать ту информацию, которая была бы доступна для них. Я в социальных сетях узнаю, где какие проблемы, на каких улицах.
Вот у меня, к примеру, одноклассники мне пишут с каждой улицы. Люди пишут о своих проблемах. Пишут по улицам разным, там у них убрали улицы, не убрали. Я тут же их пересылаю своим сотрудникам. И моя работа, к примеру, до 10 часов вечера она продолжается в таком темпе, что я решаю вот эти проблемы именно с нашими проблемами города. Потому что где-то что-то отключается или включается, или неправильно, то мне автоматически люди отправляют. Или фотографии отправляют, или публикуют что-то. Правда, иногда некоторые перебарщивают с публикацией. Даже иногда после самого дождя, который прошел, не только у нас здесь, по всей Республике Молдова, некоторые отправляют о том, что вот дороги грязные, подметать их надо, но они не понимают о том, что у нас после каждого дождя 50-60 улиц смывает на корню. И мы в первую очередь кидаем все силы на эти улицы, чтобы сделать их проездными. Другие нам задают другие вопросы, почему эту шибенку нужно возвращать назад, когда нужно сделать дороги, хорошо, но они не задают себе вопрос, а сколько это будет стоить и сколько стоит шибенку возвращать. Если вот так было бы легко, наверное, до моего примарства уже эти все дороги были бы сделаны. Не так это легко, и требуется экономического вмешательства в общей экономике самой страны, не только чтобы делать дороги.